Подтвердилась информация о погибших от коронавируса якутянах в Москве. Подробности случившегося. По инициативе главы республики и при помощи Алроса Якутия, один из первых регионов, получила новейшие экспресс-тесты для исследования на COVID-19. Пандемия не время для скуки. Пользователи социальных сетей принимают участие в различных челленджах. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Владимир Путин заявил об осложнении обстановки с коронавирусом в стране. Увеличивается число заболевших, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, сказал глава государства. Помимо этого, президент заявил, что ближайшие 2 недели станут определяющими в борьбе против коронавируса в стране. Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставления объективного прогноза по ситуации с распространением вируса для возможности действовать на упреждение. По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусной инфекции, 1470 человек выздоровели, 148 скончались. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается именно действовать именно таким образом. Нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3, 7, 10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно. Третье. Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. Подтвердилась информация о погибших от коронавируса якутянах. Оба случая произошли в Москве. На прямой связи с нами наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, здравствуй. Какую информацию тебе удалось узнать? Приветствую, Юлия. Действительно, ситуация в Москве, наверное, самая напряженная в стране. За последние сутки зафиксировано около 1500 новых случаев заражения коронавирусом. Увеличивается и статистика умерших. За сутки это 22 человека. Им было от 29 до 80 лет. У многих были и другие патологические болезни. И вот, к сожалению, среди погибших мы узнали, что действительно подтвердилась информация, что есть 2 якутянина. Эту информацию нам подтвердили в постпредстве, где работает оперативный штаб, где держат руку на пульсе. Давайте послушаем, что нам там рассказали про этих погибших якутян. Супруги 57-го года рождения, гражданин, который, к сожалению, умер, и его супруга, у которой был диагноз онкологического характера, они проживали в Москве, они действительно родом из Якутии. Сегодня вот мы заняты тем, чтобы оказать содействие родственникам, значит, в этой скорбной ситуации. Супруга находится тоже в стационаре на излечении. Второй случай, который тоже обсуждается сегодня нашими земляками, это случай смерти бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, 42 лет, здесь, в Подмосковье. Да, действительно, этот случай есть. Сейчас работаем с его семьей, с детьми, которые остались, и окажем всяческое содействие в этой непростой ситуации. Увеличивается и другая статистика, более положительная. Все больше становится тех людей, которые выздоровели от коронавируса. За последние сутки в Москве это больше 200 человек. И радует тот факт, что среди тех людей, которые покинули больницу здоровья, есть и якутяне. Давайте послушаем, какую информацию нам по этому поводу сказали в штабе постпредства. Молодой человек, который работал здесь, в Москве, и тоже был госпитализирован. Сегодня он выписан, чувствует себя нормально, находится на самоизоляции, долечивается дома. Мы тоже с ним в контакте в плотном, и он знает, что можно обратиться к нам по любому поводу. Сейчас вот он ожидает в данный момент терапевта, и мы постоянно в курсе его состояния.
Также силами Поспредства была организована горячая линия, куда может позвонить любой желающий, связаться с сотрудниками и врачами санатория Бес-Чагда и получить какую-то конкретную информацию, потому что все-таки со специалистами хочется посоветоваться. Многие напуганы коронавирусом и не знают, как себя вести, если они плохо себя чувствуют. И вот поэтому телефон горячей линии можно туда позвонить. Номера можно найти на сайте Поспредства. Юлия? Максим, спасибо за информацию. Напомню, это был наш корреспондент Максим Кардозу. Ситуация по коронавирусу в Якутии остается напряженной. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Сегодня еще 2 пациента победили вирус COVID-19. После полного выздоровления их выписали из инфекционной клинической больницы города Якутска. Между тем, в целом по республике ситуация остается сложной. Так, за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 3 новых больных выявили в Ленском районе. На Чаендинском месторождении введен карантин. Более 20 человек изолированы в вахтовом поселке. Позавчера над вечером прибыли 3 человека Чаянды, это работники Газфондовича Ноябрьск, в очень тяжелом состоянии. Они были помещены сразу в инфекционное отделение, сделали у них КТ, показали у них тяжелую форму пневмонии. Вчера вечером анализы поступили с Якутска, эти 3 человека больны коронавирусом. Дополнительно еще вчера вечером 3 человек мы тоже от них приняли, они сегодня помещены, все наш тоже изолятор. У всех сегодня состояние более-менее стабильное, врачи отрабатывают с ними. Также 2 новых случая выявили в Алдане. Это муж женщины, которая прилетела из Кисловодска. Второй случай – директор рынка в городе. 7 человек имеют подтверждение по наличию у них новой коронавирусной инфекции. Все они находятся в инфекционном отделении. 5 человек находятся еще в инфекционном отделении, которые являются подозрительными на наличие данной инфекции. Круг их лиц установлен, устанавливается по последним 2. Все они будут помещены в обсерватор, либо в инфекционное отделение в зависимости от состояния их здоровья. Ситуацию осложнил случай в травматологическом центре Санкт-Петербурга, где под подозрением заражения находятся более 1000 человек. В марте там проходили лечение 10 якутян. Накануне подтвердились анализы пары из Горного, а сегодня стало известно, что в Вилюйском Улусе находится еще одна пациентка, которая проходила лечение в этом медучреждении. На сегодня она помещена в инфекционное отделение Центральной районной больницы. Все контактные лица, которые были у нее, они помещены в обсерватор. Второй анализ у тосагарской женщины показал, как и первый анализ, отрицательный результат. Глава региона Айсен Николаев отметил, что сейчас также увеличивается число случаев заболевания пневмонией. Отчасти это можно объяснить сезонным всплеском. Все-таки все должны быть очень бдительны, потому что, как показывает опыт, как раз на определенных стадиях течения этой коронавирусной инфекции именно пневмония внебольничная, она как раз является одним из его симптомов. На сегодняшний день в республике 32 официально подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. 15 из них полностью излечились, и 17 человек получают лечение в инфекционных стационарах республики. В условиях пандемии передвижение пассажиров может повлечь за собой негативные последствия. Какую работу ведут в Нижнем Бестяхе, главном транспортно-логистическом узле, соединяющем все группы заречных районов со столицей республики, знает Зоя Герасимова. Совместно с Госавтоинспекцией и Роспотребнадзором на федеральной автодороге Лена ведутся рейды по выявлению лиц, прибывающих из-за границы. Вот я с Магадана прилетел в аэропорт, и началось. На каждом углу. Все смотрят, как ваше здоровье, как у вас температура, все ли у вас хорошо. И всю дорогу. Нигде не покушать. Все закрыто. Также улусным оперативным штабом взят на контроль встреча пассажирских поездов железнодорожного вокзала Нижний Бестях. Ведется проверка пассажиров каждого рейса на наличие температуры тела, а также выявление сроков пересечения границы Российской Федерации. Основная наша цель – это не допущение лиц, которые прибывают из-за границы, так сказать, без регистрации. Если мы их регистрируем, тогда в зависимости от того, откуда человек едет, направляем или на самоизоляцию,
или обсерватор. Администрацией муниципального образования поселка Нижний Бестях, организациями, предприятиями, улусным штабом по работе, а также волонтерами через социальные сети идет активная работа по оповещению населения о мерах по предупреждению и минимизации распространения новой коронавирусной инфекции. Не лучшее время ходить по местам скопления людей. Также предлагаю соблюдать все рекомендации наших врачей. Давайте будем бдительны и осторожны. Мы победим этот коронавирус, если мы будем все вместе находиться в данный момент дома. В период самоизоляции включайте фантазию и творите вместе с вашими детьми. А самое главное, оставайтесь вместе с ними дома. Также ограничен доступ граждан в организациях, кроме работников структур жизнеобеспечения, медицинских учреждений, аптек, продуктовых магазинов. На базе общежития транспортного техникума поселка Нижний Бестях развернут обсерватор на 100 койко-мест. Все экстренные службы работают в штатном режиме. Приостановили работу общественных транспортов. Зоя Герасимова, Мегина Кангаласский, Улус, Нижний Бестях. По инициативе главы республики Айсена Николаева и при помощи Алроса Якутия одна из первых среди регионов получила новейшие экспресс-тесты для исследования на COVID-19. В республиканскую клиническую больницу номер 3 в Якутске доставили 7 тысяч тестов от Алроса, самого крупного плательщика в бюджет республики. Особенность тест-системы в сокращении времени исследования почти в 3 раза, тогда как в среднем при обычном исследовании требуется 6 часов. Благодаря действенным мерам, предпринятым руководством республики и компании «Алроса», 33% акций, которой владеет республика, появилась возможность увеличить количество тестируемого населения. На сегодняшний день помощь «Алроса» республике в предотвращении распространения коронавируса оценивается в 200 миллионов рублей. Инновационных, изготовленных компанией Generium, которые затраты на выполнение, с помощью которых анализов сокращается в 3 раза, то есть около часа. Безвозмездно эти тесты, экспресс-тесты поставила компания «Алроса». Поступление тестов будет продолжаться. Это поступление считается первой партией. Экспресс-тесты называются эзотером скрин. Это тесты российского производства. Преимущество этих тестов заключается в том, что в быстроте выполнения. То есть всего на то, чтобы сделать пробу, уйдет 1 час. 35 минут на подготовку пробы и 25 минут на сам анализ. Кроме того, преимущество этих тестов в способе их хранения. То есть тесты импортного производства все-таки хранятся при температуре от минус 20 до минус 70, что очень тяжело соблюсти. А тесты изотерм хранятся при обычной температуре в холодильнике 2-8 градусов. Владыка якутский Ленский Роман обратился к якутянам в эфире нашего телеканала. Он призвал верующих в это непростое время оставаться в самоизоляции и назвал этот способ самым действенным в борьбе с распространением опасной инфекции. Мы, священники Якутской епархии, тоже просим вас, насколько это можно, оставайтесь дома. Потому как через самоизоляцию вы спасете ближних своих и самих себя. На это время необходимо воздержаться и от хождения в храм. Это временная мера, увы, печальная, но временная. И вместе с тем духовная жизнь не должна ослабевать в каждом человеке. Режим самоизоляции для якутян продолжается уже несколько недель. За это время у многих накопились долги за услуги ЖКХ. Как оплатить квитанции за свет, газ и воду, не выходя из дома, расскажем в следующем сюжете. В век высоких технологий множество услуг можно получить онлайн, и оплата коммунальных платежей не исключение. Чтобы узнать, какие варианты оплаты предлагают банки, мы обратились в крупнейший финансовый институт страны. Мы полностью готовы обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. Только за первую неделю апреля наши клиенты совершили более чем 73 тысячи платежей в онлайн-режиме. Действительно, Сбербанк онлайн – один из самых удобных инструментов для оплаты коммунальных услуг. Мы покажем это на живом примере. Заходим в приложение Сбербанк онлайн. Переходим во вкладку «Платежи». В строке поиска вводим наименование организации получателя платежа, например, «Гармония». Вводим лицевой счет, который вы можете посмотреть на вашей квитанции. Проверяем адрес
При необходимости вводим показания счетчика. Сверяем сумму платежа, нажимаем клавишу «Продолжить». Нажимаем клавишу «Оплатить». Особенно важно позаботиться о людях старшего возраста и помочь им с оплатой услуг дистанционно. Например, можно подключить маме или бабушке автоплатеж, чтобы больше не волноваться об оплате ЖКХ или просто самим оплатить текущие квитанции за родителей. Еще проще проводить оплату по QR-коду. Соблюдайте самоизоляцию, берегите свое здоровье и оплачивайте услуги онлайн. И, конечно, помогите вашим близким старшего возраста с оплатой, ведь им особенно важно воздержаться от выхода из дома. Сергей Михедов, Якутск. Пандемия не время для скуки, считают активные пользователи всемирной паутины. Пользователи социальных сетей принимают участие в различных челленджах, что объединяет интернет-пользователей со всего мира и пользуется наибольшей популярностью, знает Ниргуяна Егорова. Показ карантина и самоизоляции, который мы заслужили. Вот такой модный лук представил общественник и блогер Елена Амосова на своей страничке в соцсети. Видео быстро обрело популярность, его показали на Первом канале в сюжете о людях, которые даже в самоизоляции не теряют бодрости духа и развлекают не только себя, но и окружающих, пусть даже через соцсети. На сегодняшний день охват этого видео на моей странице 50 тысяч просмотров, и огромное количество пабликов репостили себе на странице, якутских, российских и даже из других стран. Вот. Ну, для чего это я сделала? Чтобы просто поднять настроение. Между тем, флешмоб Pillow Challenge запустила шведская блогерша Фиро. Ее малиновое коктейльное платье из подушки стало новым трендом и продолжает набирать популярность. Идею поддержали многие известные люди. Ведь для этого всего-то нужна подушка и аксессуары. Лента пестрит модными луками. Участники от мала до велика публикуют фото и видео. Челлендж пришелся по вкусу даже мужчинам. Еще один популярный хэштег «Из-за изоляции» или «Повтори картину». Чаще всего люди обращаются к произведениям известных художников, таких как Ван Гог, Рене, Энди Уорхол, Леонардо да Винчи, Пикассо, Малевич, Васнецов и так далее. На днях в рамках месячника психологического здоровья Идейская школа запустила арт-проект «Подражание классикам». Собранные фотографии были очень яркими, красивыми, креативно выполненными. Мы опубликовали работы в инстаграм-странице нашей школы Идейскую инфо, и наши фотографии были распространены в просторах интернета в различных пабликах Хангаласского вуза. Во время карантина творческий бум устроила известный в республике фудблогер Наталья Конешникова. На объявленном фотоконкурсе за 3 этапа судьями было рассмотрено более 3000 работ из разных уголков России и других стран. Наш конкурс всколыхнул весь Инстаграм радужной волной креатива и неудержимого творчества, делится Наталья на своей странице. В инсталляциях чего только не было. Джон Леннон из кофе, Леди Гага из спагетти, Владимир Путин из риса и гречки. На суд предстал ассортимент практически всех знакомых продуктов. И на финальном этапе я сама сделала из зерн кофе Джона Леннона и сфотографировала. Была удивлена, что очень много было отзывов, положительных комментариев в мой адрес. Я очень этому рада, что я победила. Тем временем изоляция продолжается, и можно быть уверенным, что впереди нас ждут еще немало самых неожиданных челленджей и флешмобов. Соцсети окончательно размывают границы между городами и странами. При этом всем весело, не скучно, а главное – безопасно проводить время дома. Ниргуяна Егорова, Якутск. На этом все. Не переключайтесь. До встречи в эфире.